Спрос рождает предложение. В Сыктывкаре запустили дополнительный вечерний рейс по Эжвинскому 54-му маршруту. Он курсирует с 7 до 8 часов вечера. Доп. Единицу ввели по многочисленным обращениям граждан. Пассажиры жаловались на переполненные автобусы и невыносимую духоту в салонах. Специалисты администрации Сыктывкара и перевозчика провели мониторинг и выяснили, что потребность в дополнительном рейсе действительно есть. Перевозчик пошел на уступки и за собственный счет вел не лишний маршрут. Удастся ли одному рейсу исправить ситуацию, расскажет Наталья Юрина. От Сыктывкара до Эжвы и обратно ежедневно по этому пути ездят тысячи горожан. Общественный транспорт представлен несколькими маршрутами. Ходовые, 18-й и 54-й. В дневное время они курсируют приблизительно с разницей в 10 минут. Чего нельзя сказать о вечерних направлениях. С переходом на летний график количество рейсов уменьшилось, а число недовольных пассажиров выросло наоборот. Плечом к плечу, плотно вжавшись друг в друга. Такую картину можно наблюдать в вечернее время на 54-м маршруте. Самые удачливые занимают в салоне элитные места, около открытых окон. Большинство терпит духоту. Заканчиваю работу в 11 часов вечера и 39 минут просто жду. Сгабало. Это очень плохо, когда изменили зимнее расписание на летнее, потому что зимой они чаще катались, чем сейчас. Один раз в час, то есть приходится на такси ехать. Потому что смысл 50 минут ждать. Вот я работаю, например, на без 10-10. То есть 35 минут автобус 18 идет, а следующий автобус уже в 35 минут 11. То есть я вечером всегда на такси езжу. В жаркую погоду, конечно, душно. Так, в принципе. Я бы не сказал, чтобы они, конечно, часто ходили, но народу очень много ездит, да. С Эжвы в город много народу ездит, конечно. Постоянно почти битком автобус. Жарко очень, душно очень, автобусов мало, действительно. 54-го часто иногда ждешь долго, да, бывает такое. Но вот я, конечно, езжу по 21-му маршруту. Почему его днем нет? Для выявления и решения проблемы профильное ведомство провело мониторинг. Специалисты проанализировали количество пассажиров за рейс. В центре внимания два маршрута – 18 и 54. У нас практически все билеты продаются через онлайн-кассы. И информация о том, сколько билетов продано, она видна перевозчику практически в этот же день. Поэтому по этим маршрутам соответствующий мониторинг ведется. И почти по всем рейсам нет превышения критического по объему перевозок. Результаты мониторинга ежедневно меняются. И все же сложность с транспортом после 18:00 есть. По одному маршруту, 54-му, в среднем число пассажиров превышает норму. В 3 временных промежутках – около 7, 8 и 9 часов вечера. Разница на цифрах небольшая, накаляет обстановку жара. В настоящее время на данных маршрутах путем проведенного мониторинга имеется превышение наполняемости автобусов в вечернее время. В связи с этим предприятием было направлено обращение в администрацию города об увеличении количества рейсов в вечернее время с целью снижения напряженности и улучшения качества обслуживания пассажиров. Перевозчик за собственный счет ввел дополнительный вечерний рейс с 7 до 8 часов вечера. Новая единица позволит проблему решить частично. Для того, чтобы вопрос с транспортом закрыть, необходимо ввести 3 дополнительных рейса. Обойдется такая мера администрации города приблизительно в 500 000 рублей. Контракт он сейчас в настоящее время уже заключен. То есть в рамках этого муниципального контракта вряд ли уже получается, что сделать. Это будут уже какие-то дополнительные действия. Либо, если это будет связано, возможно, с ковидными ограничениями, которые есть, то нам, возможно, придется обратиться в штаб республиканский по вот этим вот ограничениям с просьбой о помощи финансовой. В мэрии точную дату решения проблемы не называют, однако уточняют, что переговоры по транспортному вопросу с перевозчиком ведутся ежедневно. Смогут ли стороны договориться, покажет время. Наталья Юрина, Алексей Корчма, Евгений Стокас, Олег Костромин, Артем Соколов, телеканал Юрган.